Вместо привычной анкеты современный планшет, на руке опознавательный браслет. Так переписчик Залина Исраилова отправляется по адресам. Первое знакомство и есть контакт. Разговорчивая домохозяйка рассказывает, как ей живется, как чувствует себя и даже откуда берет средства на жизнь. Аж кто помогает. Современный опросный лист в этом году претерпел большие изменения. Вместо 17 вопросов, которые до сих пор задавали гражданам в ходе сплошной переписи, добавились еще 11. Государство интересует хронические заболевания, которыми страдают граждане, требуется ли им посторонняя помощь, установлена ли инвалидность. Опросник включает и вопросы рождаемости. Сколько женщина родила живорожденных детей, сколько она имеет детей и сколько еще желала бы иметь, при каких условиях. И там, значит, на 12 вопросов она отвечает при пятибалльной системе, с каких она родила бы, если были бы условия. Среди вариантов ответов – повышение уровня жизни семьи, возможность получения беспроцентной ссуды на покупку жилья или материнского капитала. Впрочем, проблема некоторых семей, не решающихся завести ребенка, связана с отсутствием мест в детских садах. Однако этот вопрос больше не должен тревожить граждан, заверяют в Комитете правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию. Указ президента Российской Федерации о 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет ставит конкретную задачу – обеспечить детей местами в детских садах, которые стоят на очереди для получения места в детском саду. За последние годы в этом направлении проделана колоссальная работа. Сегодня в республике функционирует более 300 детских садов, и сегодня этот указ президента Российской Федерации нами выполнен. Данные о трудоустроенных и безработных, больных и здоровых гражданах и мигрантах помогут органам власти ответить сразу на несколько вопросов. Каким образом составить программы социального и демографического развития республики для того, чтобы в результате этих данных можно было разработать концепцию развития республики. Всего в республике было создано 55 счетных участков. Опрос не обошел стороной ни один муниципалитет. Все ответы жителей региона будут сведены в таблицы. Затем их передадут в профильные ведомства, чтобы оценить эффективность госпрограмм. Дагмара Касаева, Мубарик Шаншилова, Расул Арцухаев, Дауд Куруев. Новости.